Да, звук хороший. Так, сесть надо чуть-чуть. Надо вот сюда, Справа, да, от меня, то есть вам слева чуть-чуть сесть. Двинуться. Реально, я сегодня, у меня все блюда сегодня были впервые. Так, ну, Так их не едят. а что надо руками брать? Да. Итак, барабанная дробь. Я ем чимкан первый раз за 46 лет. Я даже макароны маслом сливочным не заправляю никогда. Но мы подруги. Дружим уже сколько? Наверное, около 25 лет. Да, мы дружим. Оба предприниматели. У меня бизнес, я юрист, у меня юридический бизнес. Я основатель студии Beauty Lady. Я долго работала на госслужбе. 6 лет назад я ушла с госслужбы, с найма ушла и организовала собственный бизнес. У меня предоставление юридических услуг и услуг в сфере охраны труда. Ну, в принципе, всю жизнь я получила юридическое образование, всю жизнь я работала юристом. И, наверное, до пенсии буду работать юристом. Но также я бизнес-тренер. Я еще обучаюсь психологии, то есть я прохожу сейчас обучение и надеюсь в следующем году получить диплом психолога. Мы, кстати, ходили на фильм. Я ходила на фильм. Да, домык называется. Это сук с камнями, а там камни волшебные, заговоренные. Я знаю, что их заговаривала Унгын Улана. Это фишка легенды. Суп с заговоренными камнями. Можно 10 желаний загадать. Можно не одно. Слушай, классно. Действительно, это оригинальное блюдо. Больше, мне кажется, не то, что вылезти ни в одном ресторане Калмыкии, точно такого блюда нет. Ой, запах очень вкусный. Такой мясной, насыщенный мясной. Такой с травами. Но меня прям он будоражит, честно, потому что я знаю, что там внутри бурлит волшебство. Там камни на исполнение желаний. Тем более я видела этот фильм. Вообще фильм на одном дыхании такой снятый, прекрасный фильм. Я прям получила эстетическое удовольствие, пооблизывалась там. Что мне нравится? Мне нравится, что тут много овощей, так как сейчас я себя занялась своим здоровьем, поэтому даже то, что на мясном бульоне, мне нравится, что тут много овощей. Посмотреть, о боже, какой камень. Интересно, его облизывают? Можно облизать? Такой. Горяченький. Я бы еще его погрызла. Так, давай попробуем бульон. Пах как. Бульон, это бараний, да? Угу. Ну, баранины не чувствуется. Вот кто не любит запах баранины, здесь баранины не чувствуется. Он такой прям вкус овощи с бараниной, прям такой, ну, все перемешал. Поженилась, короче, все поженилось. Вкусно. Еще мне нравится, что сливочный вкус. Да, не этот, как будто. Не, я ж не ем борцики. Потом не говори, что я ела борцики. Боже, какие вкусные бортики. Ешь за меня тоже. У меня сегодня читмил, но я держусь. Похвали меня за то, что я борцики не ем. Хочу сказать, что тут цветовая гамма еще подобрана хорошо. Ой, тебе капец. Сегодня день вербальной магии.
Мы с тобой Что это? попали на день вербальной магии, еще на волшебный суп. Волшебный суп дома. Точно у нас желания сбудутся. День вербальной магии. Неспроста мы с тобой сегодня пришли есть Да. волшебный суп. Но ради этого супа просто можно прийти в легенду. Хочу сказать супу 5 из 5. Почему? Потому что, во-первых, насыщенный вкус, ни один ингредиент не выделяется, ну, не чувствуется, а все там уже в оркестре. Во-вторых, как я уже говорила, тут по цвету все. Морковка оранжевая, там болгарский перец красный, фасоль зеленая. Приятно Интересно, глазу, да? почему? Да, приятно глазу. Еще в такой посуде, еще с такими камнями, но это прям еще... Вообще в легенде же не только калмыцкая кухня. Наташа, там- как раз таки я тебе сегодня говорила про бузы в ресторане Легенда. Так, ну, Так их не едят. а что, над руками брать? Да. Там кусочек. Да. Ну, простите, братья буряты, что я хотела разрезать. Ну, давай покажи мастер-класс. Покажи. Так, Нет, я мы всё-таки берем разрежу. Вот так, сейчас сок вытечет. Мы берем вот так, надкусываем. Ну, и Вкусно. Так, конечно, вкусная, просто ела их уже. я здесь. хочу посмотреть внутренность. Так, это мясо тоже баранина. Так, ну руками так руками. Как вкусно. Давай попробуем. Рубленая баранина. Угу. Вкусно. Обалдеть. Вот так. Улет. Да, мясо, тесто, все в меру. Мне понравилось. Тесто вкусное какое. Ну что, какая у нас программа? Программа у нас очень много программ в зависимости от килограммов. На самые большие, самая большая программа «Жир-убой», она рассчитана на девочек от 80 и выше килограммов. Я в Она этой весовой рассчитана- категории. Ты ходишь один раз в неделю, так как ты очень сильно занятая. Да. На «Жир-убой» ходят 4 дня подряд. Я бы умерла там. Это дорого? Что это такое? «Жир-убой» — это программа, которая состоит из комплекс программ, она рассчитана на целый месяц. Туда входят ударно-волновые процедуры, субдермальные, лимфодренажные процедуры, меню туда входит. Мы специально девочкам ведем по меню девочек, чтобы им легче было скинуть лишние килограммы, чтобы объемы хорошо уходили. 5 дней. Еще если результаты просто Это бешеные. рекорд у них. У них аппараты мощные. Надо сходить. Что это? А на Типа самом массаж деле- какой-то, да? Да, Аппаратный массаж. аппаратные массажи. Нет, Да. а как это происходит? Вы куда-то погружаться надо, или лежишь, или что это? Это комплекс процедур, последовательность протокола выстроена. Да, девочки к нам приходят, раздеваются, мы их укладываем, вначале мы их разогреваем, укладываем на кушетку и проводим уже эти процедуры разные. Там разогревающие да? маски, Да, разные. потом В бочки. зависимости мы смотрим по показаниям, противопоказаниям, потому что не всем можно делать. Всегда на все косметологические и на все процедуры есть противопоказания. Ну, короче, я предлагаю сначала в легенду сходить, все попробовать, наесться, а потом эти килограммы сгонять уже аппаратным массажем. Больше ничего не надо. Нет, давай традиционно. Ел? Никогда не ела. Ни разу. Ну, я видела. Я видела. Будет шоковая терапия. И попробуйте. Как там? Ну, давай, ты первая. Я на тебя посмотрю. Ты же любишь говядину. И тебе же нравится вот такое вот говяжий вкусный. Как вкусно, как калорийно.
Ну, Я помню, что у меня в детстве вот папа и дедушка, они прям стучали ложкой, и прям вот такой большой шматок, это было прям вкусно. И на ютубе я много видела, прям специально делают у бурятов, вот такое распространено. Не подожди. Вот самый смачный кусочек, давай еще зафоткаемся. Давай, кушай. Ты не хочешь такой большой? Нет, такой большой не хочу. Надо младшему уступать Сама себе накладывай. в детстве. Итак, барабанная дробь. Я Емченко. Первый раз за 46 лет. Ну что? С хлебом можно? Ну, много его не съешь. Очень жирное. У меня сейчас еще на день рождения идти. Что делать? На день рождения будешь пить только воду. Так как у меня семья большая, у меня 4 детей, муж, 3 сыновей, муж и 1 дочка. В основном я готовлю борщи, супы, что-то такое. Надо Ну и- заказать один раз доставку с легенды. И я- неделю нет. Ага, я вот хочу сейчас заказать, да. Буз своим. Как раз сын мой приедет, мой сын женится, и сейчас у нас приготовления такие идут, приятные хлопоты. У меня просто разница между детьми большая. Почти 16 лет. Если с первым ребенком я проблем с едой не испытывала, и у нас все ближайшие точки питания в нашей листе, мы когда гуляли, проходили всегда обычно, потому что у меня ребенок первый, дочь, всегда хотела есть, то младший мне привереда. Прям очень большой привереда, и чтобы ему угодить, это надо прям проявить геройство. Слава богу, у меня из фастфудов только есть картошку фри. Дома я практически готовлю только под него, ну, для него. Потому что он практически не ест мясо. До сих пор не ест. Не ест. Из мясного у нас а-ля сосиски получается. Пицца у нас тоже своеобразная. Мы покупаем лепешки готовые. На них я делаю докторскую колбасу с сыром, и это у нас пицца. С настоящей пиццы мы едим только корочки. Но вот что он любит бортский бёрки. Вот реально я сегодня, у меня все блюда сегодня были впервые. Прям. Если честно, я даже в школе всем давали молоко, а я пила чай или кисель мне давали. Я даже макароны маслом сливочным не заправляю никогда. Я вот здесь пью этот чай, я вижу, он с маслом. Я все это делала впервые. Ржу. Я вообще не люблю ржать, потому что потом, знаешь, выходят вот такие узкие глаза, вот такие щеки, и на всех эти... Plus, 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 plus.